Это видео подготовлено Российской Федерацией баскетбола с целью определения единых критериев, которые будут применять судьи. Судьи должны последовательно трактовать одинаковые игровые ситуации как в течение одного матча, так и от игры к игре, от тандема к тандему. Пробежки. В этом сезоне большое внимание будет уделяться судьями пробежкам. Судьи не могут игнорировать нарушения, если игрок совершает очевидную пробежку. Номер 5 в желтой форме получает мяч, делает удар в пол и, взяв мяч в руки, сначала смещает левую ногу, потом делает шаг правой ногой, после этого снова переставляет левую ногу и, наконец, делает еще один шаг правой ногой. Это явная пробежка, которая непременно должна фиксироваться судьями. Номер 5 в желтой форме, получив мяч в позиции лоу-пост, делает удар в пол и берет мяч в руки. После этого он совершает очевидную пробежку, сделав 4 шага с мячом. Судья верно фиксирует нарушение баскетболисту в желтой форме. Номер 3 в белой майке, получив мяч от партнера, делает неполный поворот на правой ноге, определяя тем самым правую ногу как опорную. После этого он делает шаг назад правой ногой. За счет этого перемещения нападающий создает пространство между собой и защитником. Судьи должны непременно фиксировать пробежку, если неправильное действие нападающего дает ему очевидное незаслуженное преимущество перед соперником. Игрок номер 5 в белой майке заканчивает ведение на правой ноге. Сделав шаг на левую, он определяет правую ногу как опорную. После этого он делает вышагивание правой ногой, а дальше делает еще один шаг левой. Такое запрещенное правилами перемещение ног дало возможность нападающему переиграть защитника. Однако судья абсолютно верно зафиксировал пробежку за очевидное нарушение, которое к тому же дало преимущество нападающему. Три секунды. Правило 3 секунд должно строго соблюдаться в баскетболе 3 на 3. В этом сезоне акцент в судействе будет сделан на ситуациях, когда после забитого броска с игры или подбора в случае неудачного броска игрок устанавливает контроль над мячом в ограниченной зоне, отдает передачу партнеру на периметр и, не выходя из краски, получает передачу назад. В случае, если с момента установления контроля над мячом игрок проводит в ограниченной зоне больше 3 секунд, судья должен зафиксировать нарушение. В этом примере после успешного броска соперника игрок номер 8 в черной форме берет мяч, находясь в 3-секундной зоне. В этот момент начинается не только отсчет 12 секунд, разрешенных на атаку, но и отсчет времени, которое игрокам команды в черной форме можно провести внутри 3-секундной зоны. Номер 8 отдает передачу партнеру на периметр, остается в ограниченной области, получает мяч назад. Так как номер 8 не начал выполнять бросок и не предпринял попытку выйти из зоны, нарушение 3 секунд должно было быть зафиксировано. Игрок номер 6 в черной форме вошел в 3-секундную зону, когда на таймере броска число 11 менялось на 10. Получив мяч от партнера, он сделал передачу обратно на периметр и остался в ограниченной зоне. Свисток судьи раздался, когда на таймере зажглась цифра 6. Центровой команды в черной форме провел в 3-секундной зоне больше разрешенного времени, и судьи абсолютно верно зафиксировали нарушение правил. После неудачного броска с игры подбор берет игрок номер 7 в белой форме. Он находится в ограниченной зоне. После этого он делает передачу партнеру на периметр и получает мяч обратно. При этом правая нога игрока в белой форме находится за 3-секундной зоной. Однако, несмотря на это, согласно правилам, чтобы считаться вышедшим из 3-секундной зоны, игрок должен расположить обе ноги вне ограниченной зоны. Так как левая нога центрового не была расположена вне краски, отсчет 3 секунд должен продолжаться. Когда игрок в белой майке, получив мяч, начал продавливать соперника, на таймере броска горела цифра 8. Это значит, что баскетболист провел в 3-секундной зоне 4 секунды, и ему должно было быть зафиксировано нарушение. Номер 1 в фиолетовой майке входит в 3-секундную зону в тот момент,
когда его команда контролирует мяч. Войдя вглубь ограниченной зоны, номер 1 делает движение назад и ставит левую ногу за пределами 3-секундной зоны. Однако, так как его правая нога не выходила из зоны, считается, что игрок продолжает находиться в 3-секундной зоне. В этом примере судья верно зафиксировал нарушение правил. Две руки на игроке. Согласно правилам, кратковременное касание соперника двумя руками, будь то ладонь или рука, не обязательно является фолом. Если судья видит, что кто-то из баскетболистов касается соперника двумя руками, он может подсказать голосом убрать руки с корпуса оппонента. Однако, если такое касание повторяется, или если игрок не убирает руки или толкает соперника, должен быть зафиксирован фол. В этом видео игрок номер 7 в черной форме касается соперника двумя руками и тут же убирает их. Но когда номер 7 в очередной раз положил две руки на спину игроку номер 4 в белой форме и толкнул его, судья справедливо зафиксировал фол защитнику. Игрок номер 6 в белой форме получает мяч спиной к кольцу в позиции лоу-пост. Игрок номер 5 в желтой форме кладет обе руки на спину соперника в момент получения мяча, после этого повторно касается обеими руками корпуса соперника, на мгновение убирает правую руку и снова кладет обе руки на корпус нападающего. Такая игра в защите недопустима, и игрок получает персональный фол. Задержка соперника за форму. Задержка соперника за форму всегда должна наказываться персональным фолом. Летом 2020 года FIBA дала четкую инструкцию судьям. Если кто-то из игроков задерживает форму соперника, оттягивая при этом майку или шорты, судьи должны сразу же наказывать такое действие фолом. Не имеет значения, повлиял ли такой захват на скорость движения игрока, на его перемещение. Подобное действие, как правило, приводит к раздражению игрока, которого схватили за форму. Именно поэтому судьи должны наказывать провинившегося. Игрок номер 4 в желтой форме хватает за майку игрока номер 7 в синей. Это запрещенное действие не только позволяет защитнику восстановить позицию, но и почти приводит к потере мяча синей команды. Очевидно, что в такой ситуации фол игроку номер 4 в желтой форме должен был быть зафиксирован судьей. Номер 3 в желтой форме хватает за майку игрока номер 5 в белой форме, который делает попытку открыться под кольцом. Не имеет значения, смог ли нападающий получить мяч, или повлиял ли захват майки игроком в желтой форме на движение игрока в белой. В такой ситуации судья должен зафиксировать фол защитнику за захват формы соперника. На этом видео номер 2 в белой майке держит за шорты соперника левой рукой и оттягивает их в сторону. Фол верно зафиксирован защитнику за задержку формы соперников. Причем такие действия должны наказываться как у защитников, так и у нападающих. Номер 3 в белой майке занимает позицию спиной к кольцу. Почувствовав сзади контакт с соперником, он хватает правой рукой игрока номер 4 в желтой форме за майку. Такое действие недопустимо, и судья верно определяет фол нападающему. Фолы на заслонах. При определении правильности постановки заслона судьи должны учитывать различные факторы. Уже говорилось, что само по себе касание соперника руками не обязательно является фолом, за исключением ситуаций с заслонами, в которых размещение обеих ладоней на сопернике всегда должно рассматриваться как фол. В этом примере игрок номер 25 в белой форме, разыгрывая двоечку со своим партнером, кладет обе ладони на спину 30-го номера соперников. Такое действие в баскетболе 3х3 считается недопустимым и должно наказываться фолом за неправильную постановку заслона.
Также судьи должны строго наказывать нападающих, если после передачи мяча из рук в руки партнеру, так называемом хендоффе, игрок, отдающий передачу, делает движение, не оставляя сопернику возможности избежать контакта. Номер 3 в черной форме, отдав мяч партнеру, делает движение в сторону, не оставляя сопернику времени и расстояния, чтобы изменить траекторию своего движения. За это судья верно наказывает фолом в нападении игрока номер 3 в черной форме. Однако судьи должны внимательно смотреть не только за тем, что делает нападающий, ставя заслон, но и последовательно фиксировать фолы защитникам, если при заслоне те, в свою очередь, ограничивают возможность нападающего сделать движение под кольцо. Игрок номер 7 в черной форме после заслона начинает движение под кольцо, чтобы получить передачу от партнера. Однако его движение ограничивает соперник. Такие задержки игрока, ставящего заслон, должны фиксироваться судьями в течение всей игры. Защита игрока, находящегося в воздухе. Очень важно, чтобы судьи не пропускали фолы на игроке, выполняющем бросок, в тот момент, когда он находится в безопорном положении. Согласно правилам, считается, что игрок продолжает выполнять бросок в прыжке до тех пор, пока он, даже выпустив мяч из рук, не приземлится полностью на обе ноги. Номер 6 в черной форме выполняет бросок в прыжке из-за дуги. После того, как бросающий игрок выпустил мяч из рук, но еще находится в воздухе, его толкает номер 4 в белой форме. Судья верно определяет, что такой контакт является недопустимым и наказывает игрока номер 4 в белой форме фолом. Так как мяч при броске в корзину не попал, игроку номер 6 в черной форме будет предоставлено право на 2 штрафных, так как фол был совершен в момент броска из-за дуги. Номер 2 в желтой форме выполняет бросок в прыжке из-за дуги. Выпустив мяч, он приземляется на пальцы обеих ног, но не на обе ступни целиком. В этот момент его толкает правой рукой игрок номер 6 в красной форме. Так как игрок в желтой форме не приземлился после броска в прыжке на обе ступни целиком, такое действие игрока в красной форме считается запрещенным и наказывается фолом. Номер 2 в желтой форме будет выполнять 2 штрафных броска. Бросок из-за дуги выполняет номер 3 в черной форме. В тот момент, когда игрок находится в воздухе, его касается пытавшийся накрыть бросок игрок номер 3 в светлой форме. Это фол, и игроку номер 3 в черной форме справедливо будут предоставлены 2 штрафных броска.